специально не было без микрофона, поэтому вот, значит, начинаем. Значит, добрый вечер. Очень хорошо, что мы здесь собрались. Мы встречаемся так постоянно в конце года, как-то подытожить итоги года и какие-то планы на будущий год. Вот. От каждого из вас ждем предложений. Предложений какие вот. Как бы вам хотелось видеть наш национальный конгресс татар и тюркских народов. Очень хорошо, что вот сегодня присутствует у нас очень много тюркских народов, азербайджанцы, узбеки, киргизы и таджики. Все практически присутствуют, да. Вот сейчас у нас подойдут еще карачаевцы, практически все тюркские народы у нас здесь присутствуют. У нас здесь молодежь сейчас мы пригласили с института, ветераны, значит, кто еще? Офицеры. Аксакалы. Аксакал, да. И, конечно же, очень известный исполнитель наш Игорь Герман, ветеран штаба, если я скажу. Да, вот. Аплодисменты можно было. Рахмет Бигзур. Вот. Ну, значит, подытожить, что подытожить? Вот вы все с нами общались. Целый год мы были вместе с вами, да? Много произошло в этом году. Мы специально в быстром темпе сегодня нарядили елку. Вот, елку. Поэтому, значит, это самая первая елка в Москве у нас. Там просто дверь закрыта. Да. Это самая первая елка Москвы, поэтому, значит, сегодня будет первый Дед Мороз, Снегурочка, и обязательно мы споем песню. В лесу родилась елка. В лесу родилась елочка, да, это обязательно вот. Ну, какие итоги? Как получилось, что полтора года назад, получается, 23 февраля, у нас были грандиозные планы, поездки по России. И, значит, потише можно, да? Говорит вот. И у нас все это, понимаете, да, что у нас жизнь была до 23 февраля и после 23 февраля, или 24, я не помню. Конечно, вот мы вместе с вами, многие из вас были, мы собрались, перекроили наши планы, вот, значит, и очень, значит, активно в это включились. Я вам скажу честно, мы признаемся, многие от нас отписались, многие эту тему не поддерживают СВО, да. Ну, что делать? Я вам еще больше скажу, что наши многие активисты, наши активисты, которые с нами 10-15 лет, они также, кто в Грузии, кто в Казахстане, как-то уехали, да. Теперь они все вернулись, так что с нами рассказывают, что там ничего хорошего нет. Ну, это уже отдельная история, вот. Значит, Они это знали, и мы это знали. ну, они это не знали, может быть, да. Знали. Но теперь они знают точно, они приезжают, вот. Очень хорошо, что они откровенно, открыто это объясняют молодежи, что за границей никто там деньги заработать, карьеру сделать. Там никто не ждет. Никто не ждет. И вот поэтому мы нашу молодежь всегда настраиваем свои силы, талант, умения у себя на родине применить, чтобы, значит, и такую пропаганду вести. Что касается вот начала, вот у нас на сегодняшний день 35 патриотических роликов. Мы только в этом году сняли, значит, провели 14 бизнес-практикумов, да, многие там присутствовали. Кто-то делает протезы, кто-то сетку, кто-то лекарства, кто-то, ну, многие из вас присутствовали, вот. Очень полезны вот эти встречи, полезные встречи для тех, кто занимается, вот, значит, снабжением СВО. Вот, они очень полезны, потому что очень много людей мы на лечение отправили, много медикаментов отправили, вот только нынче мы собрали 2 гуманитарных груза. Вот, поэтому, значит, вот эта деятельность наша такая. Но наша деятельность, в чем мы отличаемся, может быть, от других организаций, у нас огромный интернет-ресурс, который каждый из вас тоже, мы можем это обсудить, вы можете тоже его использовать. Вот, интернет-ресурс. Вот, у нас, вот я сегодня только посмотрел, у нас больше 52 тысячи, значит, подписчиков в Ютубе, у нас больше 3000 роликов, значит, и вот одним из событий этого года является то, что нам отошла вот эта юго-восток и юго-восток и юго-запад. Эти 15 городов автономия Домодедово с офисом Домодедово. У нас нам отошли вот это вот татарский общественный центр в городе Домодедово. Он тоже отошел к нам сейчас. Поэтому у нас там много подписчиков очень прибавилось, особенно в Одноклассниках, которыми никогда не занимались. Вот ВКонтакте, вот мы тоже вместе с вами, с вашей помощью, будем заниматься вот этой частью Москвы, Московской области. Но мы и так в Московской области очень хорошо дружим.
с Мухтасаровым, вот у нас мероприятие вместе проводим. Но вот еще сейчас та часть тоже, значит, к нам присоединилась. Вот. Потом, значит, что бы я вас попросил? Попросил бы от вас предложений по будущему году, значит, да, принимать активное участие вот в этот бизнес-практикумах по СВО. Потом, значит, активности в плане лайков, комментариев, рассылайте наши вещи всем, пишите комментарии, и, значит, вот это тоже будет с вашей стороны. Но самое главное, наверное, вот самое главное, что мы здесь собрались, и самое главное, что от каждого из вас зависит, это вот эта вот западная пропаганда сейчас идет огромная. У каждого из вас есть племянники, молодежь. Постоянно, каждый день нужно вести эту работу. Я не то, что вас жизни учу там или что-то, вы поймете правильно, да? Мы на это вот смотрим, что это ерунда, казалось бы, а это не ерунда. Вот эти, значит, какие-то взрывы происходят, там нашу молодежь туманят мозги. Вот это же все есть сейчас. Это же вот, и причем этим занимаются не политологи, а артисты, психологи. Вот, поэтому идет сильнейшая пропаганда, на это выделяются огромные деньги. И вот мы в связи вот с этим событиями, значит, мы создали штаб в штабе, получается, да, у нас сейчас штаб в штабе по СВО есть. Мы сейчас создаем свое отделение в Луганске и Донецке, конгресс отделения. И вот, значит, мы сейчас хотим, сегодня вот тоже обсуждали канал YouTube, отдельно канал YouTube, в противовес той пропаганде, которая идет с Запада. Это канал YouTube, тоже я бы вас попросил, всем нужно будет его поддержать, рассылать. Он будет конкретно по каким-то, значит, темам, уже будет конкретно отвечать на какие-то вопросы. Вот, например, YouTube забросили 2 недели назад, что у Путина там 5 двойников, например, да? Мы пригласили в штаб психолога, мы пригласили в штаб брата Филиппа Киркорова, и они профессионально, предметно объяснили, что это полный бред и нереальность, да? Вот, и вот такие вот бред и нереальность, когда говорится, да, с той стороны, мы будем это все разоблачать сейчас, будем объяснять. И будем, конечно же, у нас главный акцент на эту молодежь у нас. Вот тоже, значит, конфликт в Дагестане мы здесь обсуждали. Ну что конфликт в Дагестане? Это же тоже проплачено. Это же тоже, значит, у нас с кумыками мы очень общаемся с дагестанцами, значит, мы с ними разговаривали. Но это же все организовано. Вот что ждет Запад? О чем они мечтают? Чтобы мы с вами была вот межконфессиональная, межнациональная, вот, какую-то рознь посеять к нам, да, вот между православными татарами, между сибирскими татарами. Как-то вот это постоянно попытки такого, вот есть деструктивных сил. Понимаете, вот к этому мы должны быть готовы. Это все идет, эта работа идет рядом с нами, и работа идет на тех, с кем мы общаемся. Вот. У нас было офицерское собрание. Мы как-то не то, что там как-то разделяем. У нас генеральский клуб стал сейчас отдельно, потому что там у нас есть ряд людей, которых мы не снимаем на видео, которым нельзя показываться публично. Вот мы такие узкие круги, узкие такие встречи проводим. И вот мы написали письмо уже, значит, самые первые, мы попросили Владимира Владимировича, значит, на второй срок тоже избраться. Запишите сегодня, кто еще не записался в офицерское собрание. Офицерское собрание, вот эта группа, да, там 71 человек, она достаточно будет такая боевая, постоянно мы будем там размещать информацию, и постоянно все мероприятия будут идти вот через эту, значит, офицерскую группу, 71 человек. Вот. Надеемся, вот, ну, прежде чем в кого-то включать в группу, вы тоже уж подумайте, как это, конечно, офицерское, туда мы включаем и общественников. Вот, у нас какие новости? Вот на той неделе у нас очень удачно мы провели Гиппократ. Мы собираем всех врачей, и собираем, вот у нас есть Бурденко, было 4 врача. Ну вот, какие-то вопросы, может быть, есть у вас вот, по нашей деятельности, по нашим планам? По ходу, да. Мы сейчас у нас такой, значит, перерыв, потом мы начинаем по кучкам по СВО, будем обсуждать. Значит, по гуманитарной помощи у нас здесь есть вопрос, по тюркским народам тоже переговорим, значит, и вот у нас мы собираем сейчас собрать тюркские народы молодежь, у нас отдельно собраться, вот у нас с инициативой вышли крымские татары, вот приятно, что сегодня у нас вот такие люди прямо с
передовой практически, да, которые вот не дадут соврать и скажут правду, что там происходит. Вот на прошлой неделе к нам Фактически, приезжали. простите, с одной войны на другую пришел. Да. Очень сложно. Вот в целом я, наверное, выражу общее мнение, которые ребята приехали на то. Им сложно, трудно, много вот где-то того не хватает, этого не хватает, но у всех уверенность в победе, у всех уверенность в правильности курса нашего руководства, поэтому здесь мы не скрываем, хотя нас там называют, критикуют, там кремлевский такой-сякой штаб, ну действительно, может быть, отчасти у нас и он создавался, вот у нас в Совете Аксакалов 6 бывших работников, например, к нам постоянно в штаб приходит 3 человека, которые бывают на всех его на речи с Путиным практически в месяц один раз разговаривают, да, поэтому мы политику вот этого Кремля пытаемся продолжить и довести до молодежи и до, значит, остальной части общества. Но без вашей помощи мы не сможем. И тот же самый президент Владимир, что он сделает один? Вот если мы его не будем поддерживать, так ведь? Вот, может, ему не так объясняет, иногда как-то преподносит. Вот, ему нужна поддержка в коллективах, поддержка общественников, таких как мы, значит. Ему, конечно, нужна везде поддержка, вот, и которую, наверное, он в нашем лице видит, надеемся. Да. Надеюсь, завтра он это отметит. Что хотели? По организационному, если вы закончили, да? Вот вы приглашали по активности, да? С удовольствием. Только единственное, мы не получаем, ну, может быть, их, я не получаю. Вот я один из соучредителей этой организации, вместе с листовкой свободного состояния, не получаю информацию, когда какое мероприятие, кроме сегодняшнего хода уже вот, в обед отдельно. Офицерский клуб надо подписаться. Вот, Да. мероприятие. Нет, я все это знаю. У нас разделяется. У нас разделяется. Да. Вот вы сказали, у вас 52 тысячи подписчиков. У меня 500 000 подписчиков. В одном ютубе 378 тысяч. Потому что у меня аудитория намного больше, да? Почти 10 раз. Тоже можно это... Ну, я думаю, вряд ли вас смотрит 80 тысяч в день. Или смотрит. Нет, все-таки может тоже 500 000 подписчиков немало, можно было использовать. Это одна тематика. Вторая тематика. Вот все-таки тематика, вот сегодня поднимали за столом. Но хотя бы не есть, не ввести в жизнь, а хотя бы для молодежи, для людей показать то, что делал предшественник азербайджанского лидера Гаях, то есть Галип. Да. Он где-то раздобыл наш старую тюркскую письменность. Я до него, пока он нам не обнародовал, я не видел. Вот неплохо было бы вот эту письменность тоже опубликовать. До того, как арабы к нам зашли, исламом, свою арабскую язык, наша была письменность, которая объединяла у нас тюркский народ. Неплохо было бы, чтобы по вашему каналу выдавать, вот, азербайджанцы начали публиковать эту нашу письменность. Эту тему мы только вчера обсуждали. Значит, здесь на одной площадке у нас один товарищ хочет, по-нашему, это называется старо-татарский язык. Вот Гатулла Тукай на каком языке писал стихи, знаете или нет? Арабским он писал татарские слова, так ведь? И вот это... Тукай. И вот это вот, он сейчас хочет, создает курсы, вот он будет сделает у нас объявление, он собирает людей, это рассчитано не на молодежь, уже вот на чуть старше молодежи, такие как я, например, да, чтобы мы сейчас изучали арабский язык для не намаза, а для, значит... Вы меня не поняли, я не предлагаю арабскую версию, то, что было до арабского. А до арабского ничего вот, же не было у нас? У нас была письма. Ну, у нас не было, значит, я не в курсе. Предшественник азербайджанцев, у тюркский народ, у нас был татар, значит, арабская вязь, арабская письменность была всегда. До того, как ислам пришел, у нас да. были книги, своя грамматика, вот это как-то тоже. Ну, я не предлагаю, мы в жизни не ведем его, может но быть, хотя бы... на другой планете был, Да, давайте да, на этом хотя бы, остановимся. да. Да. Поэтому, значит, вот арабский язык, он есть арабский язык, он будет сейчас преподавать вот татарскую, значит, письменность на арабском языке. Вот. Мы на это очень надеемся. Потом, значит, планы у нас какие? У нас больше акцент идет вот в эти мероприятия. Вот Гиппократ, врачи, какие-то офицеров отдельно мы собираем, бизнесменов отдельно. Вот это в Конгрессе создалось вот этот вот деловой клуб. А этот деловой клуб, они создаются тоже по... Кто-то берется за организацию и какое-то направление берет, например. Мы учтем, значит, и сейчас вот это вот с приходом вот этой домодедовской группы, также вот в ближайшее время, в декабре обязательно соберемся. И я думаю, вот с вашей помощью со всей, все-таки вот эта вот встреча тюркской молодежи, она у нас и так запланирована уже, план есть, и еще вы поможете нам ее собрать. Ну, давайте мы так в процессе пообщаемся еще.
Главное, что у нас есть оптимизм, и главное, что у нас в такое сложное время, вот мы так многонационально, многоконфессионально, и многие общественники здесь собираемся, и это очень, наверное, хорошо, да, и вот здесь можно обо всем поговорить, все обсудить. Хорошего вечера. Еще пару слов можно скажу? Ну. Хочу сказать, вот, за, люди меня знают, Василий, участник ветераны СВО. Хочу сказать, что во время боевых действий, которые сейчас идут, фактически могу сказать, что это не с Украиной война идет. Эта война идет теми, которые подогревали войну на Украине, которые это делали. И хочу сказать, что во время таких действий власть, то есть лица Путина, она никак не критикуется и не подлежит никакой критике никогда. Ну, наша главная задача это воспитание молодежи, вот, патриотизм, любовь к родине. Вот этим всем мы должны заниматься. А вот то, что какие-то выступления, давайте тоже вот на нашей площадке все это будем обсуждать и выступать. Это нам 15 минут, да, Риман? Нет. Добрый вечер всем. Я хочу выразить свою признательность азербайджанской диаспоре, которая, значит, пригласила нас, участников и активистов штаба Татар, на конференцию. Конференция была посвящена, значит, участию азербайджанских ученых предприятий в освоении Западной Сибири. Вот. И у меня предложение такое. Значит, давайте, очень хорошая конференция на высоком уровне. Мне бы хотелось, чтобы и у нас, у татар, у башкир такие же конференции состоялись. И мы бы могли вас, соответственно, тоже пригласить. Вот. И очень приятно, что действительно у вас есть чему поучиться, и у нас есть университет, значит, давайте жить дружно. Спасибо. Все тогда, хорошего вечера, в процессе еще пообщаемся, а? Ну давайте. 2 минуты, ладно? Да. С учетом вот той информации, которую я получаю, офицерское собрание. Значит, есть такая общественная организация «Офицеры России», которую возглавляет генерал, герой России Липовой. И я думаю, что интересно будет вот Конгрессу штаба татар наладить именно взаимодействие, может быть, договорными отношениями с этой организацией, которая называется «Офицеры России». Я могу это дело, значит, вот, встретиться с Липовым, рассказать ему о том, чем занимаются, потому что у них основное направление это патриотическое и воспитание, и патриотизм, а у вас эти слова как бы тоже являются во главе. Поэтому... Ну я сразу отвечу. У нас был такой Талгат Закич Хуравшин, да? Он был замполпреда Башкирии, значит, он, к сожалению, умер 3 года назад. У него был клуб значит, героев татар и башкир. Вот, умирая, так сказать, он, его сноха, он его просветил и оставил, так сказать, нам, потому что в организации мы с ним принимали участие. Мы проводили здесь ему 40 дней, проводили здесь ему годовщину, все башкиры его знают, это великий, значит, из Башкирии, он был директор завода, значит, депутат, министр нефтяной промышленности, да, вот. Он оставил на вот эти 25 героев, мы с ними общаемся, они постоянно к нам бывают, если молодежь общается. Но вот то, что вы говорите, вы назвали одну организацию, а таких организаций 7. Вот на прошлой неделе мы им разослали письма и хотим сейчас вот этот вот клуб героев из этих 7 создать, независимо от наших 25, да, и вот с ними, конечно, собираться, это у нас в планах. Вот, это у нас в планах. Все, наверное, хорошего вечера. Поаплодируем, Хусейн. Это аплодисменты вам. Я выступаю часто, вот я только что был в политических школах, в 10 колледжах. Ну, к сожалению, очень много некомфортных вопросов задают. Вы не задаете, за это аплодисменты вам. Спасибо вам за это. Вы забыли упомянуть, что еще надо выпить. колпаки здесь есть.